Прибегнуть к таким кардинальным мерам, как говорится, заставила жизнь. Предприниматель Теймураз Дзантьев в 2011 году по заказу Зеленстроя начал озеленять Владикавказ. Всего он высадил более 150 тысяч кустарников и различных деревьев. Весь посадочный материал мужчина завозил из Краснодарского края. Вот только за такой адский труд ему так и не заплатили. Они меня жестоко наказали. В смысле того, что вот подожди, вот завтра расплатимся, послезавтра расплатимся. Вот так в течение 2011 года они мне говорят, вот там МС нам деньги не дает, вот они нас, а там имеются у меня справки, где указано, что за 12-13 год они получили 87 миллионов. Они мне говорят, что они ничего не получали. Сейчас у Теймураза Дзантьева многомиллионные долги перед поставщиками. Возвращать деньги ему не собираются. Поэтому предприниматель решил выкопать все деревья и снова их продать. Так он сможет расплатиться с людьми. Размер около 7 миллионов я уже должен. Нам говорят, что 22. А общая сумма, которую они должны были, и до этого за транспорт я сам свои личные деньги платил. Где-то рейсов 20 я сделал, Еврофуры, вот, Маны, Мерседесы, которые я нанимал по просьбе директора ВУП «Зеленстрой» Цаголова. Значит, и он мне не говорил, что там еще при ВМУП еще находится другая фирма ООО «Зеленстрой Групп», при ВМУП «Зеленстрой». И организовали там в одном кабинете 3 фирмы. И он об этом вообще мне не предупреждал. Я вообще еще получается так, что он работу выполнял без аукциона на сумму 67 миллионов. И об этом я вообще ничего не знал. Я ввожу, не переживай, все будет нормально. В этом деле целая мошенническая схема. По словам Дзантьева, через Зеленстрой он заключил договор с так называемыми организациями-однодневками, которые сейчас на стадии банкротства, и взыскать необходимую сумму не с кого. Сейчас Теймураз подал заявление в суд на возврат имущества. В этом деле ему помогает уполномоченный по правам предпринимателей Тимур Медоев. Наша задача не допустить беспредела с той точки зрения, что предприниматель, пользуясь гражданским законодательством, пытается осуществить самозащиту своих прав, то есть изъять из чужого незаконного владения свое имущество, за которое ему так и не было уплачено. Мы считаем недопустимым такую ситуацию в связи с тем, что и весна, и деревья уже приросли к земле. И, безусловно, нужно привлечь муниципальные власти. Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания. Человек должен быть обеспечен работой, человек должен быть обеспечен заказами, деньги должны быть возвращены. Теймураз Дзантьев озеленил практически весь город. Кустарники высажены вдоль проспекта Даватора, улицы Калинина, Московская. Его деревья украшают въезды во Владикавказ. В дело предпринимателя уже вмешался Общероссийский народный фронт и организация по борьбе с коррупцией. Они будут добиваться повторного расследования дела и требовать наказания для мошенников. А пока Теймуразу Дзантьеву приходится занимать деньги, чтобы хоть как-то покрыть долги, а его семье сводить концы с концами. Елена Черенкова, Алан Гасанов, Осетия Ньюс.